Реконструкция христианского кладбища в Малгобеке охватила модернизацию как объектов больших, так и малых архитектурных форм. В том числе и этот объект духовного значения, в котором православные отпевают умерших на похоронах, возведен заново вместо былого сооружения, построенного в прошлом столетии и находившегося в обветшалом состоянии. Конечно, это не все изменения, произошедшие здесь. В рамках договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и мецената и предпринимателя Микаила Гуцериева кладбище отреставрировано полностью. Установлен полностью заменен забор на протяжении километра 300 метров. Установлен ленточный фундамент, установлен новый забор. Положен асфальт на территории кладбища, очищено само кладбище от порослей, старых деревьев. Проведена реконструкция частично могил, заменены частично цветочники, кресты. Была построена новая часовня, старая была удалена. На месте старой сделана беседка для того, чтобы люди, которые приезжают сюда, помянуть своих близких, родных, могли спрятаться в тени от солнца, либо от непогоды, провести какое-то время, вспомнить своих близких и родных. Особую благодарность выражаю фонду «Сафмар», который финансировал это мероприятие и предоставил эту возможность. Что касается объема выполненных работ, то здесь строители приложили максимум усилий, чтобы создать комфорт прибывающих на кладбище посетителей, особенно сопровождающих похоронную процессию. Благодаря поддержке главы региона и финансированию со стороны известного мецената Микаила Гуцериева, капитальный ремонт православного кладбища в Малгобеке начали в апреле прошлого года. План реконструкции коснулся и подъездной дороги, наружного освещения и, собственно, внутренней территории. Полностью чё заброшен лята мотигер духам дет ухко духам арьях кайвус нет была гуна полностью картяй духам духко де ханзе илахчо хам балгур мамштедер ну духнахар исправитяй кегяй тваяй духбо узбер дух подсыпка деха сеха дайха и хаджач тягуж мди ухко де духам. Созданы парковочные места, территория вокруг и внутри полностью облагорожена. Поставили навес, установили скамейки, урны, проложили брусчатку и тротуар, оборудовали помещения для хозинвентаря, уже закупив все необходимое. Холмистую территорию разровняли и посадили деревья. Работы выполнены на средства фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии. Сделали все прекрасно, все хорошо. Народ благодарен нашему правительству и, в частности, Гуцериеву Микаилу за эту проделанную работу. Дай Бог ему здоровья, всех благ, всего доброго. Он сделал очень большое дело. Я лично низкий поклон ему. Кладбище для православных – это не просто памятное место, где захоронили близких и родных, а важный объект, связанный с верой в воскресение и надежду на вечную жизнь. Поэтому православные как могут выражают благодарность Микаилу Гуцериеву за оказанный почет и внимание к сакральному для них объекту. Я проживаю здесь в 4-м поколении. У нас здесь есть старые кладбища, новые кладбища. У нас на старом кладбище похоронено почти старое поколение наше, все, и здесь. И за весь этот период в жизни никогда никто не уделял столько внимания, столько доброты, столько вот всего, понимаете, ребята? И вот этому человеку, Гуцериеву Микаилу, дай Бог ему здоровья, долгих-долгих лет жизни, поклон ему до самой земли материнский и дочеринский, какой хотите. Спасибо ему за то, что он уже не первый раз нам выделяет эти деньги. Хоть что-то было. А этот раз основательно, красиво. Мы посылаем фотографии своим родственникам, всех, кто тут проживал. И все благодарят, и все говорят спасибо, что очень красиво. И вам всем спасибо большое. Вклад Микаила Гуцериева в межконфессиональное единство жителей республики трудно оценить по достоинству. С этим солидарны все присутствующие. Хочу поблагодарить в первую очередь главу республики нашего за такой масштаб работы, который провели на сегодняшний день. И, соответственно, самого главного человека в этой ситуации – это Михаила Сварбековича Гуцериева. От лица русскоязычного населения приношу искреннюю благодарность этому человеку не только за православные кладбища, он и мусульманские кладбища, да, это там в пределах около 100 штук, да, плюс-минус, там 80 чем-то кладбищ. Это очень благое дело, которое он сотворил в нашей республике. И
каждый день наши русскоязычные, вот русские люди, каждый день они благодарят. И те, которые выехали, они очень рады этому, что происходит. Сейчас они будут приезжать сюда уже спокойно, на чистые могилы, все, праздники, Пасхи, все будут проводить. Мы всегда были людьми благодарными, поэтому, конечно, мы видим эту заботу, видим тот труд, который приложен, видим сердце человека, глубоко уважаемого, нами любимого Микаила Сафарбековича. Вот, видим эту сердечную заботу, не только труд физический, да, но искреннее желание сделать эти места, сделать богоугодное дело, благоустроить их. Поэтому с нашей стороны мы будем всячески стараться также вносить свой вклад по возможности в том, чтобы наша республика и память тех, кто жил на этой земле до нас, чтобы все это было важным, ценным и нужным сегодня. Поэтому будем трудиться, поэтому команда замечательная, поэтому будем и в чем-то равняться на нашего дорогого брата Микаила Сафарбековича. Огромная благодарность. Ну что может быть более прекраснее, чем почитание умерших людей, тех людей, которые вместе с нашими отцами закладывали этот город, поднимали нефтяную промышленность, в конце концов воевали за этот город. И жили эти люди, многие из них, я знаю их, и жили они, значит, в мире и согласии с нами, с их детьми. Мы ходили вместе в школу, дружили, учились вместе. И сегодня, когда руководство республики совместно с Гуцериевым Михаилом, тоже большая им благодарность. Вы же видите, как люди русскоязычного населения отзываются. Они очень довольны. И когда рады они, и рады и мы. Вот. И сегодня хочу сказать, что еще раз поблагодарить Михаила Гуцериева. Да, кстати, представление, значит, граждан этого города, в том числе и русскоязычное население, Микаилу Сафарбековичу присвоено почетное звание почетный гражданин города Малгобек. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.